собаки. Прошу обратить внимание, на стенде указаны все знаки. Красный круг ставится с той стороны, куда будет поворот. Синий квадрат означает правильное направление. Желтый треугольник означает опасность. Стартовать начнем через 5 минут. Будьте, пожалуйста, все готовы. Скиджоринг, 1 собака. Давай. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Вперед, пошла! Давай! Эй! Вперед, дай вот, вперед! Пошел! В ездовом спорте уже 3-й год, являюсь хозяином питомника. У меня в питомнике 11 собак, 8 взрослых, 3 подрастающие. Вот 2 недели назад ездил в Пермь на соревнования. Длина трассы была 20 километров, двухдневная гонка. Каждый день было по 10 километров трасса. Выступал в классе 4 собаки, занял 2-е место. С общим результатом где-то в час я приехал ровно, в двухдневном. Вот. В первый день 30 минут и второй день 30 минут. Вот в Перми, конечно, организация супер, но там и подтягиваются очень хорошие гонщики со всей России. Были с Челябинска, с Нижнего Новгорода, Москва, Петербург, с Перми. Вот наши друзья ездили с Ухты, друзья были. Мы с Сыктывкара ездили, в общем, с Республики Коми выступали 3. Я в своем классе на 4 собаках. Юля Телюк выступала в классе 2 собаки, выиграла, 1-е место взяла. Было у них там 5 или 6 участников. И Денис Асташов в своем классе из 10 участников был 5-м. Трасса, конечно, очень сложная, подъем и спуски, не зря называются Лунические горы. Спуск километра 700 и сразу же подъем километра 700 идет в горы. С горы как бы спустился километра 700 и сразу же подъем обратно в эту же гору перед финишем. Организация хорошая, волонтеров очень много. И вот тут в Градере гонку проводим мы 2-й год подряд уже. Как бы по организации все хорошо. Снега, конечно, много по сравнению с Пермью. У нас тут очень много, там немного снега. И еще вот 14 февраля приглашаем всех желающих поучаствовать. Здесь же будет гонка, будет судья с Питера приезжает, будут уже квалификационные соревнования. И будет уже длиннее трасса. У упряжки будут 6 собак ехать 15 километров. В этом году вот именно на данный момент 5 километров едут. И я вот тоже буду выступать на 6 собаках. У нас в классе 3 участника, и я вот на 6 собаках буду ехать. Старт у меня через 20 минут. А вы говорили, что разводите каких-то супер быстрых собак. У меня, да, привез с Карелии 2 собак и 1 с Петербурга. Привез метисов, получается. Это ездовые собаки. Они спринтовские, быстрее бегут, скорости у них быстрее. Соответственно, даже сравнить, если упряжка Хосе бежит 4 собаки и упряжка метисов 4 собаки, то метисы выигрывают, бывало, 2-3-4 минуты. Они быстрее бегут, они вот у меня растут. Вот хочу вот 14 числа уже привезу всех 3 своих, чтобы вы уже увидели, пощупали, посмотрели. А как тренируете их, как мотивируете на победу? Ну, занимаюсь 3-й год, поначалу было тяжело, а сейчас уже собаки знают, что им надо делать. Поставил на старт, они стартанули и финишировали. Как бы они уже знают, для чего они нужны. Для чего они растут. Раньше, когда были молодые, еще такие были, а сейчас уже выросли, уже все, уже по 2-3 года собакам они уже знают. Асташов Денис. Как давно занимаетесь? 2-й сезон. 2-й сезон? У меня собака молодая, ему 2 года только еще. Вот. У вас 2-ю одна? зиму. 1, да. И как тренируете ее? Дистанции по нарастающим. Начало сезона всегда с маленьких дистанций, отрезками. Дистанцию увеличиваем. Но там еще зависит от гонки, от дистанции, на что ты готовишься, на какую дистанцию надо выходить. То есть... Нет, ну вот в том плане, что вы же, наверное, не профессиональный, да, вот тренер для собак. Вы самостоятельно как-то или отдаете? Нет, я тренирую собаку самостоятельно, но мы плотно работаем с тренером с Пермской федерации ездового спорта, с Евгением Бутыриным. Он нам составляет программы для тренировок, помогает всячески. Ну, у нас здесь ездовой спорт только начинает развиваться, а там он уже на уровне, на хорошем. Ну, как бы обращаемся за советами, люди помогают. Никто никогда ничего не отказывает.
Так, и вот за эти 2 сезона какие-то места уже завоевывали? Ну, завоевывали. Ну, были первые, вторые, третьи места. Как бы. Сейчас в Перми 5-е место завоевал. Ну, там трасса тяжелая, 10-километровая, с большими подъемами. Как бы, ну, у нас здесь таких условий нету для тренировок именно в такие подъемы. Ну, что касается организации, вы как бы охарактеризовали здесь? Ну, в принципе, пока вроде как все на уровне. Трасса Хорошо. сложная? Трасса не сложная, единственное, что рыхловато немножко, но ехать можно. Ну, хотелось бы пошире. Нам, лыжникам-то, всегда условия подавай идеальные. Но не всегда бывает хороших условий. Ну, нормально.